가라탄 스르드까
Так, всем привет. В общем, часть видео запишу со звуком. Может быть, кому-то будет интересно мой комментарий. В общем, решил я выбраться в лес. Давно я там не выбирался, с рюкзаком, с котелком, со всеми штуками. Короче, иду пока нормально, не проваливаюсь, потому что здесь такая... Ну, видимо, на буране ездили или что-то. Потому что такие колеи интересные. Короче, оборудовал я себе лежбище. Ну, вот такое место. Вот тут поваленное дерево, оно мне будет и седлухой, и столом. Костер. Я его специально в таком месте развел. Видел, короче, здесь такая ветка, вот она, наклоненная. И на ней рогатулина. И, короче, очень удобно. Вот, я еще на эту ветку рюкзак повесил, чтобы она наклонилась посильнее. И вот прям котелок возьму вот так. Вот сюда вот. Хоба. И он прям над костром висит. Короче, прикольно, ничего не пришлось колхозить. Все уже природа нам подготовила. Так, ну что, собственно, пока у нас закипает вода, я решил выстрогать ложку из лещины. Зачем, вы спросите? Ну, мы же все-таки как-никак пользуемся ножом. Вот, ну, хотелось мне его хоть как-то нагрузить, посмотреть, как он работает. Потому что, ну, а что тут больше делать нечего. Ну, не картошку же чистить, понимаете? Вот. Ложка из лещины строгает вообще отлично. Что там вдоль волокон, что вот так вот поперек. Вот, смотрите. Очень круто, прям очень приятно. Вообще никакой нагрузки, руки не устают. Вот, смотрю постоянно повреждения. Есть, нет. Ну, никаких засветов, ничего не чувствую. Там, бликов никаких. Короче, отлично. Ну, понятное дело, что дерево влажное. Вот. Ну, вот сучки там, все такое вообще не чувствует. Вот, поэтому я и делаю на якутских клинках очень-очень слабую линзу. Потому что она очень хорошо режет. Понятное дело, что не аутентично, кто-то скажет, там и все такое. Но мне как бы по барабану, потому что я исторических реконструкций не делаю, а делаю так, как мне кажется, правильным, удобным, красивым. Ну и все, собственно. А вот какая-то птаха интересная, ну кричит, как будто хищник. Хотя клюв вроде бы не крючком. Ну давай, покричи нам. Во, слышали? Что за птица? Кто скажет? Так, ну что сказать. В принципе, никаких повреждений я не вижу. Вот здесь вот чуть-чуть чувствуется и видится небольшое поблескивание. Но при этом бумажку он уверенно режет, не затыкаясь вообще нигде. Вот. Поэтому, ну и я сейчас вот так он выглядит. После продуктов, после всего. Я пойду сейчас прямо в мастерскую. На гриндере опять вот шлифану на мелкой ленте. Вот, потом плоскость тоже шлифану, чтобы она блестела, чтобы не было вот этих разводов после еды. Ну, короче, приведу его в божеский вид. Ну все, друзья, на этом, наверное, все. Всем пока.